Меня зовут Эрчим, я родился в городе Якутске. Мне 29 лет, я занимаюсь барбершопом. Я, собственно, барбер и владелец барбершопа, соучредитель. К открытию барбершопа я пришел год назад, но путь к этому был довольно длинный. Где-то лет 8 назад у меня были мысли о том, что было бы круто, если бы у нас в Якутске появился какой-то барбершоп, ну, по типу американского, да? Но тогда я вообще не понимал, как строится бизнес и так далее, где брать мастеров, как все это вообще построить, в общем. И я занялся другим бизнесом, магазином одежды, стендаут. Вот. Про барбершоп я тогда уже забыл и полностью уже 7 лет магазином занимался. А в конце, то есть получается в феврале прошлого года я магазин закрыл по нескольким причинам. И ко мне вот в этот период пришел друг Леонид и предложил, говорит, что будешь дальше делать? Я говорю, я не знаю, уже 7 лет предпринимательством занимаюсь и другого пути и не видел. Однозначно я должен был чем-то самостоятельно заниматься. Он говорит, а давай барбершоп откроем. Собственно, я так подумал, это же моя мечта была. И решили уже заняться воплощением мечты старой. Чтобы стать успешным барбером, не знаю, как в любом деле, нужно любить в первую очередь свое дело, учиться, не останавливаться на месте, развиваться. Это творческая профессия отчасти. Помимо этого еще нужно быть немножко и психологом каким-то, потому что ты с людьми работаешь, общаться надо уметь. Нужно быть стрессоустойчивым каким-то таким. То есть твое личное настроение, оно, наверное, на работе, оно не должно сказываться. Самые основные моменты, да, это все время стремиться к лучшему, обучаться, не стесняться, спрашивать еще опытных ребят, барберов, общаться со всеми, дружить с этой культурой, с людьми, которые в ней. У нас команда, мы все очень хорошо общаемся друг с другом, дружим, работаем. Лидер — это тот человек, за которым идут, да, его прислушиваются, его мнению и двигаются за ним, да. Лидер должен иметь критическое мышление, быть смелым, ответственным, то есть показывать пример, да, своими действиями показывать пример, то, как нужно работать и управлять и так далее. Буквально 2 года назад или 1,5 года назад я вообще не думал, что я вообще буду барбершопом заниматься и что я буду стричь. То есть я пришел-то в эти стрижки, я же раньше не стриг. И когда мы открыли барбершоп, столкнулись с тем, что у нас нет в Якутске кадров, да, то есть сложно было найти ребят, у всех есть свои места. Плюс у нас еще в Якутске с обучением сложно, у нас нет ни академии, ни школы, то есть у нас обучаются только так. Пришел барбершоп, сел к барберу, да, и потом спрашиваешь, а ты можешь меня научить? Давай, обговорим туда-сюда, так. И я, собственно, мне очень сильно повезло. В прошлом году летом сюда прилетел один барбер, который, у него очень большой опыт, как мне кажется. Потому что он начинал здесь, в Якутске, потом он уехал в Питер, и в Питере в нескольких барбершопах работал. Он, собственно, там и обучался у уже довольно известных российских барберов. Классный курс был. И если бы не он, я бы, наверное, не знаю, совсем бы по-другому относился к делу. Он для меня еще больше открыл и влюбил меня в это дело. За это я благодарен. Привет, Тимир.
Я в детстве очень сильно любил вот эти боевики, как «Плохие парни», там, и всякие Джеки Чан, да, вот эти всякие бои. И в какой-то момент мне, да, вот в садике спрашивали, кто кем хочет стать, чтобы в стенгазету. Я такой прихожу к воспитателю, говорю, я хочу быть агентом по борьбе с наркотиками. То есть, а как они выглядят? Типа как полицейские? Я такой, нет, вот, типа, плохие парни. Ну, просто в гражданке, типа, ну, непонятно было. Я просто фанател от этих фильмов и думал, что это круто, да? Вот, ну, потом, чуть позже, я, наверное, хотел... У меня не было такого. У меня отец предприниматель, как бы, я всегда думал, что я буду заниматься чем-то своим. Вот. И всегда я, как бы, в поиске чего-то нового, потому что, ну, вот это как раз вот, возвращаясь к тому вопросу, да, нашел ли я себя в этой жизни, но скорее я еще не нашел. То есть я не могу сказать, что барберинг — это прям такое дело, которое я буду, ну, как бы, это ремесло, да, которое я буду до конца жизни своей. Ну, однозначно я уже не разучусь этому делу. Вот. Но хотелось бы еще как-то какую-то другую сторону себя открыть, потому что и когда я занимался торговлей одежды, работал еще в автомобильной сфере, там, с машинами был связан. Сейчас вот барберинг. Что дальше будет? Для меня тоже интересно. Загадка. У меня нет высшего образования, я не закончил. Но я учился в 3 университетах. Учился я в Петербурге, гражданской авиации, на авиадиспетчера. Потом я учился в Москве в университете МГУП, это природоустройство. Там я учился на инженера-эколога, водоснабжения, водоотведения. Вот. А потом я поступил на заочку в Новосибирск. В Новосибирске я учился на экономическую безопасность. Ну, в общем-то, я хотел выучиться просто на экономиста, на какой-то менеджмент и так далее. Вот. А получилось так, что я попал на специальность экономическая безопасность, что мне вообще не понравилось, потому что это юриспруденция, а юриспруденция как бы мне никогда не нравилась. Вот. А экономикой хотел заняться так для... Ну, я же предприниматель, как бы, мне бы это было бы полезно, я думал. Ну, наверное, все-таки закончу, если будет время. А так я не доучился, потому что у меня дочка родилась. Бизнес был, как бы, много работы было, я не мог ездить на сессию и решил пока повременить с этим. Мне кажется, что я еще не достиг своей цели. То есть, как бы, я к ней иду, но могу сказать одно, что надо быть верным, да, своему делу, какой-то мечте и, ну, двигаться, несмотря ни на что, не опускать руки, не вешать нос. Предпринимательство, кстати, это очень такая сложная, эмоционально сложная, морально сложная сфера, да. Вот. Всегда сталкиваешься с какими-то проблемами, и всегда, как бы, ну, приходится справляться. Одно из моих основных — это баскетбол. Баскетбол я играю с 5 класса, играл за все университеты, в которых я учился, особенно в Москве мне нравилось, там я играл в основном составе, разыгрываю еще. И по сей день, как бы, играю. Сейчас играю за местный баскетбольный клуб «Гром». Вот. И у меня еще есть увлечение веб-дизайн. Мне нравится заниматься графикой. Сейчас осваиваю монтаж, видео. Когда-то я занимался нумизматикой. Потом это мое хобби перешло к младшему брату. Сейчас моя коллекция у него. Вот, она пополняется постепенно. Ну, еще мне нравится музыкой заниматься. Я иногда выступаю в каких-нибудь местах, типа диджея. Вот. Я очень увлеченный, как бы, мне кажется, человек. Если я что-то нахожу интересное для себя, мне как идея фикс, я начинаю углубляться в эту тему. Мне нравится готовить, да, это тоже, наверное, мое основное хобби, которое я очень сильно люблю. Ну, таким бородатым. Не знаю, через 5 лет. Ну, надеюсь, я буду успешным бизнесменом. Уже будет не один бизнес. Хочу себя видеть счастливым через 5 лет. Хочу, чтобы у меня в семье побольше детей еще стало.
Хочу дом частный. Хочу... Вот у меня вот такая мечта только какая-то материальная, да? Но я бы хотел, да, быть счастливее, чем сейчас. Хотя бы не сказал, чтобы я сейчас несчастливый. Но в целом не вешайте нос, будьте добрыми, счастливыми. Любите свое дело, не останавливайтесь на достигнутом, ищите себя постоянно, потому что мы как неограненные камни. Мы, в принципе, человек может многого достигнуть. Ну и в целом это интересно, типа жизнь интереснее, если ты чем-то развиваешься.